В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Почти четверть заболевших COVID-19 в Якутии – дети. В регионе приняли дополнительные меры для их безопасности. Салоны красоты и парикмахерские возобновили работу в Якутии. Как владельцы салонов пережили пандемию. Более 200 пунктов сдачи экзаменов и 6 тысяч выпускников в республике готовятся к ЕГЭ. В Якутии продолжается распространение коронавирусной инфекции. 23% из числа всех заболевших – дети. В связи с этим глава региона Айсен Николаев подписал указ о дополнительных мерах для безопасности детей. Только за минувшие сутки в нашей республике выявили 85 новых случаев. Как и прежде, больше всего заболевших в Якутске – 71 человек. Контактные лица выявлены и изолированы. За весь период в Якутии официально зарегистрировано 3122 случая коронавируса. Это говорит о том, что болезнь по республике, как мы видим, еще раз говорю, продолжает распространяться. В Якутске после минимума 54 человека, который был зафиксирован перед праздниками 11 июня, у нас за эти дни произошел рост до 71. Это меня очень тревожит. Необходимо продолжать соблюдать масочный режим, в том числе в общественном транспорте, в объектах торговли, в общественных местах. Расслабляться причин никаких сегодня нету. Особенности, еще раз говорю, по городу Якутску и по нашим крупным промышленным районам. Случаи заболевания COVID-19 ежедневно выявляют и в ряде районов Якутии. Так, например, в Амгинском районе коронавирусной инфекцией болеют 3 человека. Все они приезжие. Среди них один ребенок, который приехал на каникулы к родственникам, еще 2 строители. Сейчас ведется профилактическая работа. Заболевшие проходят лечение в инфекционном отделении Амгинской центральной районной больницы. Выявлено 3 положительных по COVID-19. Это у нас все случаи завозные. 2 строителя и 1 ребенок, который приехал на каникулы. Все они находятся в инфекционном отделении. И круг лиц у всех выявлен. От всех отобрали пробы. И пробы отрицательные. И хотелось бы, пользуясь моментом, попросить, сейчас идет наплыв, так как жаркие дни у нас, отдыхающих очень много, и просим, чтобы все приезжали со справками о том, что у них отсутствует заболевание ковид. В Алданском центре семейного устройства продолжается режим полной изоляции. На каникулах карантин переносится куда сложнее, нежели в учебный период. Чем наставники занимают воспитанников, узнавала наш корреспондент Татьяна Вахнина. В Алданском центре семейного устройства новый директор, юный, креативный и задорный. Люда Амосова заступила в должность всего на 1 день – день самоуправления. Здоровый образ жизни, благоустройство и озеленение территорий, приятные хлопоты захватили всех. Кроме того, в свою бытность руководителем Люда положила начало множеству реформ и вместе с ребятами запустила ряд проектов. Здравствуйте, меня зовут Амосова Людмила, и сегодня я исполняю обязанности нашего директора. С июня месяца ведет свою активную программу «Летняя площадка Якутия. Страна чудес». Запланировано множество мероприятий, очень интересных и познавательных. И сейчас идет одно из них. Я очень тороплюсь, извините. В середине марта Центр семейного устройства закрылся на карантин. В июне на смену заступила 3-я группа персонала. С наступлением лета изоляция переносится куда сложнее, нежели весной. Особенно, когда погода располагает к прогулкам. Чтобы дети не скучали, на каждый день педагоги продумывают по нескольку мероприятий. Ребята отмечали день рождения воспитанницы центра. Ей исполнилось 18. Именинницы друзья подготовили настоящий сюрприз. Большая часть по проведению торжеств и гуляний возлагается на детей. Именно они отвечают за то, чтобы на празднике было весело и интересно всем.
В настоящее время в центре находится почти 80 мальчишек и девчонок. Порядка 50 из них – ребята-школьники. Чтобы всех занять, требуется недюжинная изобретательность и фантазия. Флешмобы, викторины, конкурсы и концерт. В День России в центре состоялся грандиозный праздник. В кутерьме и разноцветии праздников хватает ребятам и повседневных забот. Так будущие водители продолжают осваивать навыки на автосимуляторе. Юные инженеры совершенствуются в робототехнике. Признанный компьютерный гений Саян создал не одну умную машину. Также полным ходом идет работа над наполнением сайта Алданского центра семейного устройства. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. С сегодняшнего дня в Якутии возобновили работу парикмахерские, салоны красоты, массажные кабинеты и спа-центры. Все эти объекты будут работать по предварительной записи при соблюдении всех санитарных мер. Наш корреспондент Дмитрий Тымыров сейчас находится в одной из парикмахерских столицы. Он выходит на прямую связь со студией. Дмитрий, я приветствую тебя. Расскажи, как владельцы этого салона пережили пандемию. Анастасия, здравствуй. Да, действительно, с сегодняшнего дня салоны красоты и парикмахерские наконец-то начали свою работу. Но хочется отметить, что в период этих дней они неукоснительно выполняют все требования Роспотребнадзора. Это обязательное ношение защитных масок, а клиентов они принимают только с одноразовыми масками, то есть лицевыми, а также после каждого приема пациентов клиента они проводят здесь дезинфекцию рабочих мест. Хочется отметить, что в период пандемии, конечно же, пережили не все. Многие представители этого сектора бизнеса закрылись, ушли в банкрот. Представители некоторых, конечно же, работали. Например, Кирилл, это владелец этого салона, во время пандемии проводил мастер-класс. С сегодняшнего дня он начал уже принимать своих клиентов с самого раннего утра. И только за первую половину дня он уже обслужил более 10 клиентов. Давайте спросим у Кирилла. Кирилл нам расскажет, как он пережил пандемию, чем он занимался и как он пережил все-таки этот сложный период для бизнеса? Ну, нормально, скажем так. Сначала я не до конца понял серьезность положения. Думал, ну, пару недель посидим и все. Но, как оказалось, все серьезнее, чем предполагали. Сидели тут 2,5 месяца. Достаточно тяжело было. Ну, мы себя занимали тем, что текущий ремонт небольшой сделали, уборку, немножко запаса сделали. Ну, в основном я занимался тем, что у меня студенты проходят производственную практику. Конечно, это все онлайн, по скайпу, но тем не менее было чем себя занять. Интересно было. Ну, все равно как-то по работе соскучились, конечно. И сейчас вот с удовольствием начали работать. Я думаю, многие мастера уже рады и работают в полную силу. С сегодняшнего дня вот с утра прямо народ идет. И у меня вот записи до четверга уже полная запись. Сейчас. Смотрите, вот чтобы сохранить свой клиентский поток, какую работу вы делали? Может, вы заполняли там социальные сети свои? Как вы? Нет, ну тут у меня как бы немножко положение исключительное, потому что я уже работаю, в принципе, давно. И клиенты уже по несколько лет у меня стригутся, так сказать, пережидают верно. Вот сегодня все лохматые приходят, очень сильно заросшие. И как бы все в настроении. Ну, особо так никаких мер я не принимал, потому что клиенты привыкают к определенному мастеру и вот ходят, продолжают ходить. Спасибо. Ну, я хочу отметить, что действительно этот сложный период для малого и среднего бизнеса уже прошел. Также еще раз хочу напомнить, сейчас вот Кирилл стрижет маленького пациента. Мальчик сюда пришел с дедушкой. Дедушка сидит за экраном, ну, то есть там, да, ждет своего внука. Ну, а мы будем следить за развитием событий, как же будет открываться поэтапно работа бизнес-сообщества в нашем регионе. Спасибо.
Дмитрий, большое спасибо за информацию. На прямой связи со студией был наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Законопроект о дистанционном образовании внесли в Госдуму. Министерство просвещения страны получит полномочия по утверждению порядка электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в сфере общего и среднего профессионального образования. А Министерство образования и науки России такие же полномочия в сфере высшего образования. Принятие этого закона потребует изменить нормативные акты в части регламентации роли и обязанностей педагогов, определения перечня преподаваемых удаленно предметов, выполнения домашних заданий. Между тем, чуть больше 6 тысяч выпускников школ Якутии сдадут ЕГЭ в этом году. В регионе подготовят 233 пункта сдачи экзаменов. Сейчас все объекты обеспечивают бесконтактными термометрами, средствами индивидуальной защиты и питьевой водой. Напомню, что рассадка участников экзаменов в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции в 1,5 метра. В Якутии активно готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию России. Дополнительные средства индивидуальной защиты для участников голосования начали отправлять в районы республики. Одноразовые маски, дезинфицирующие средства, перчатки и халаты получили уже представители центральных избирательных комиссий 30 районов Якутии. Часть из них уже полностью обеспечены всем необходимым. Голосование по поправкам в Конституцию страны пройдет 1 июля. Те, кто не смогут проголосовать в этот день, могут сделать это раньше, с 25 июня. Режим работы этих участков до 1 июля может отличаться в разных местах. 1 же июля большинство пунктов откроются в 8:00 и закроются в 20:00 по местному времени. Голосование в течение всех этих 7 дней пройдет при максимальных мерах безопасности. Почему сегодня разбита практически на неделю сама выборная кампания? То есть каждый из граждан может прийти с 25 по 1 июля и проголосовать. Это связано как раз с той ситуацией коронавирусной, которая сегодня имеется и в России, и у нас в Республике Саха-Якутия. Для того, чтобы обезопасить наше население, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации приняла решение о том, чтобы вот такой длительный процесс была выборная кампания. Ну и, конечно, для того, чтобы выборная кампания прошла на высоком уровне и организационном, ну и в первую очередь обезопасить наше население, сегодня всеми основными средствами индивидуальной защиты наши участковые избирательные комиссии будут обеспечены. В Якутии в ближайшие дни начнутся выплаты гражданам, которые на период коронавируса взяли престарелых, сирот и инвалидов из интернатов. Ежемесячная материальная помощь составит 12 130 рублей на каждого человека. Как отметили в региональном министерстве труда и социального развития, выплата предусмотрена только для тех, кто взял на временное проживание детей и престарелых граждан, либо инвалидов из интернатов с 1 апреля по 30 июня. Пособие выплатят за 1, 2 или 3 месяца, на протяжении которых осуществлялся уход. При этом период временного проживания у заявителя в течение 1 месяца должен составлять не менее 7 календарных дней. И к новостям в мире спорта. Якутянин Гаврил Данилов получил сертификат о том, что он установил мировой рекорд в трикинге. Это относительно новый вид спорта, смесь боевых искусств и акробатики. В мае этого года он сделал 7 поперечных оборотов в комбинации из 2 сальто. На счету Гаврила это не первый мировой рекорд. В прошлом году он сделал сразу 5 сальто. В планах у молодого спортсмена выйти на международный уровень, чтобы представить трикинг и Якутию по всему миру. У меня есть в планах еще один мировой рекорд, уже готовится. Как я к этому шел? 10 лет тренировок, труда и бесценного желания. Годы тренировок для поставки элемента одного. Вот, я шел к этому. К этой минуте у меня пока вся информация. Оставайтесь с нами.